Здравствуйте. Время новостей на телеканале Кукше. В студии работают Мадина Абдикаримова, сурдоперевод Любовь Сенченко. Казахстанская компания будет заниматься разведкой и добычей урановых месторождений в Иордании. Такое соглашение в области атомной энергетики было достигнуто во время официального визита короля Иордании. В ходе переговоров на высоком уровне стороны также договорились о сотрудничестве в сферах цифрового развития, транспортно-логистического комплекса, сельского хозяйства и других направлениях. В Аккорде с особыми почестями встретили прибывшего в нашу страну с официальным визитом короля Хашемитского королевства Иордании Абдуллу II бен Аль-Хусейна. После взаимного представления членов делегации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и король Абдалла II прослушали государственные гимны двух стран. Затем была отдана дань уважению флагу Казахстана, после чего стороны проследовали в зал переговоров. Президент Казахстана поблагодарил короля за то, что он принял приглашение посетить Астану и с теплотой вспомнил свой визит в Оман в начале года. Я очень признателен за ваше глубокое понимание мировой ситуации. Сегодня у нас есть широкие возможности продолжить обмен мнениями. Двустороннее сотрудничество между Иорданией и Казахстаном успешно развивается, однако есть и вопросы, которые требуют более детального обсуждения. Абдалла II отметил важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений и подтвердил готовность к наращиванию торгово-экономического сотрудничества. Ваше превосходительство, дорогой брат, благодарю вас за теплые слова и оказанный прием. Казахстан для нас очень близок. Уверен, что сегодняшний визит откроет новую страницу в истории, основанной на прочной дружбе между Казахстаном и Иорданией. А во время переговоров в расширенном составе были обсуждены вопросы, имеющие важное значение для обеих стран. Во время визита Касым-Жомарта Токаева в Оман стороны договорились увеличить товарооборот до $500 миллионов. С этой целью президент заявил, что Казахстан готов экспортировать в Иорданию 60 видов продукции общей стоимостью $250 миллионов. Иорданское Хашемитское королевство рассматривает возможности по покупке казахстанской нефти. И это будет предметом возможных переговоров. А национальная компания «Казатопром» и иорданская уранодобывающая компания намерены совместно работать в сфере развития атомной промышленности. В соответствии с этим соглашением до конца 2026 года Казатомпром совместно с Джумко создаст предприятие. Доля Казатомпрома составит 70%, для Джумко 30%. Совместное предприятие будет заниматься ураном в Иордании. Кроме того, стороны обсудили пути повышения уровня взаимодействия в сферах транспортной логистики, сельского хозяйства, туризма, цифровизации и других областях. Президент подчеркнул, что Казахстан придает особое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Иорданией. Мы высоко ценим ваше искреннее стремление развивать двусторонние отношения. Благодаря тому, что вы ставите диалог и взаимодействие во главу угла, авторитет королевства на международной арене вырос. Уверен, что сегодняшний визит придаст новый импульс двусторонним отношениям и откроет путь к новой стадии нашего сотрудничества. Сегодняшний визит подтверждает заинтересованность сторон в укреплении сотрудничества в различных сферах и углублении двусторонних связей. По итогу предыдущих переговоров были подписаны ряд важных соглашений и меморандумов. Уверен, что сегодняшние договоренности, а также их успешная реализация, заложат прочную основу для расширения партнерства между нашими странами. После заседания король Иордании Абдалла II вручил президенту Касым-Жомарту Токаеву высшую награду Хашемитского королевства Иордании – орден Аль-Нахда. Также по итогам сегодняшних переговоров члены делегации двух стран обменялись подписанными межправительственными и коммерческими документами. У нас есть несколько потенциальных проектов в сфере цифрового развития, совместное создание информационных систем и обмен опытом в рамках экосистемы ЕГОВ. Иорданская компания El Jazeera Agricultural построит птицефабрику в Казахстане. Об этом сообщалось на казахстанско-иорданском бизнес-форуме в присутствии глав двух стран. Кроме того, отечественная компания Казбиофарм совместно с иорданской Дадвет планирует реализовать фармацевтические проекты. Экономика страны за 7 месяцев этого года выросла на 6,3%. Вклад в это внесли высокие показатели в промышленности, торговле и транспортной сфере. Стабильность сохраняется. Тем не менее, темпы проведения масштабных политических и экономических реформ продолжаются. Поэтому партнерство с Иорданией будет способствовать развитию многих секторов, отметил президент. Он также подчеркнул, что Казахстан является узлом 9 транспортных путей, 12 международных транспортных коридоров, из которых 5 железнодорожные, а 7 автомобильные. В связи с этим президент предложил использовать возможности порта Акаба в Иордании.
Мы активно развиваем крупные международные направления, включая Средний коридор и Север-Юг. Порты Ахтау и Курык играют ключевую роль в грузоперевозках через Каспийское море. В прошлом году в порту Курык был введен в эксплуатацию зерновой терминал, способный принимать до 1 миллиона тонн грузов в год. Кроме того, в Ахтау построен хаб с пропускной способностью до 240 тонн контейнеров в год. В связи с этим мы готовы совместно использовать стратегический потенциал порта Акаба. Потенциал агробизнеса двух стран велик. Казахстан занимает 6-е место в мире по посевным площадям и входит в десятку крупнейших экспортеров зерна. Ежегодно на мировой рынок поставляется более 8 миллионов тонн пшеницы и около 2 миллионов тонн муки. Поэтому Казахстан способен обеспечивать Иорданию высококачественной и чистой сельхозхозяйственной продукцией, отметил президент. Как член Организации исламского сотрудничества в сфере продовольственной безопасности нас объединяет общая цель для наших стран и всего мусульманского мира. Она направлена на создание устойчивой и справедливой продовольственной экосистемы. Мы приветствуем инициативу иорданской компании Al Jazeera Agricultural по строительству птицефабрики в нашей стране. Иордания является одним из ведущих медицинских центров мира и экспортирует фармацевтическую продукцию в 85 стран. Поэтому обе стороны готовы укреплять сотрудничество в этом направлении. Казахстан также развивает свой потенциал и достиг значительных успехов в производстве лекарств и медицинского оборудования. В этой связи мы поддерживаем план компании Казбиофарм совместно с иорданской компанией DAD Vet по экспорту вакцин в страны Ближнего Востока и наш регион. Стороны намерены также наладить сотрудничество в сфере цифровизации. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан стремится стать ведущим центром передовых технологий в Евразии. Эти инициативы ускоряют технологическое развитие Казахстана в глобальной сфере искусственного интеллекта и укрепляют его позиции. В этом контексте установленные партнерства между Астана Хаб и Кинг Хасейн Бизнес Парк будет способствовать развитию сотрудничества в области научных исследований, опытно-конструкторских работ, стартапов, технических образований и во многих других сферах. Касым-Жомарт Токаев пригласил иорданских предпринимателей рассмотреть новые возможности сотрудничества с Международным финансовым центром Астана. Таким образом, соглашения, достигнутые в рамках форума, позволят продвигать совместные инвестиции, инновации и устойчивое развитие. Выражаю еще раз искреннюю благодарность вашему превосходительству за визит в Казахстан. Для нас это большая честь. Этот визит является проявлением нашего тесного партнерства и искренней дружбы. Вчера вы согласились назвать меня своим другом, даже братом, что для меня является большой честью и привилегией. Дорогой брат, благодаря вам Иордания стала для нас особенно близкой страной. Я твердо уверен, что наши народы всегда останутся друзьями, братьями и надежными партнерами. Король Иордании Абдалла II выразил благодарность участникам бизнес-форума. Он отметил, что сегодняшняя встреча даст возможность углубить экономическое сотрудничество, а также пригласил казахстанских инвесторов в Иорданию. В преддверии Дня Конституции около 100 семей в Кокшетау отметили новоселье. В рамках программы реновации жилищного фонда жителям аварийных домов вручили ключи от новых квартир. Торжественные церемонии прошли сразу в 2 новых жилых комплексах города. Подробности расскажет Арайлым Шатармбек. Позади меня новый жилой комплекс «Жаңа Шаңырақ». Вместо 6-8 квартирных домов в течение года возведены современные новостройки. Это долгожданное событие для десятков семей. В ноябре прошлого года первым участком для реновации стал квадрат улиц Уалиханова-Гоголя, Сайна-Быковского. Всего за 10 месяцев здесь построили современный жилой комплекс на 230 квартир. Из 6 старых двухэтажных домов 50 семей переехали в новое благоустроенное жилье. Ключи от новых квартир жителям вручил аким области Марат Ахмеджанов. Сегодня у нас самый счастливый день. Мы получаем квартиры, которые очень долго ждали. Много лет жили в ветхом жилье. Очень красивый дом. Большое спасибо нашему акиму. Спасибо СПК Кокшек. Для них это очень сложно, потому что люди немножко еще не понимали эту программу. Но они нам все разъясняли, все говорили. И вот сегодня этот день, что мы получаем квартиры. Теперь эту зиму мы будем жить в теплых, комфортабельных квартирах. Новый жилой комплекс оснащен необходимой инфраструктурой. Современная архитектура, благоустроенные дворы, детские площадки и комфортные квартиры для жителей. Также в рамках реновации жилищного фонда еще 42 семьи получили ключи от новых квартир в жилом комплексе по улице Вернадского, 72Б.
При поддержке президента и акима области мы получаем ключи от новой квартиры. Раньше я жила в старом доме, там была постоянная сырость, часто затапливала, даже мыши забегали. Теперь у нас новая квартира, мы очень благодарны за это жилье. У меня 5 внуков, мы живем дружно, всей семьей. У нас теперь есть просторная двухкомнатная квартира, светлая, теплая, уютная. Пусть в этом доме всегда царят счастье, радость и покой. Проект «Реновация» направлен на обновление и модернизацию устаревшего жилищного фонда. В рамках программы только в Кокшетау запланирована модернизация 11 локальных зон. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил положительный опыт Акмолинской области по обеспечению социально уязвимых слоев населения качественным жильем, в том числе по программе реновации. Реновация – это не просто обеспечение людей жильем. Это вопрос архитектуры, озеленения, благоустройства городской среды. Особенность реновации в Акмолинской области заключается в том, что мы объединили сразу несколько программ. Президент поручил обеспечить жильем тех, кто проживал в старом аварийном фонде. В рамках реновации мы построили 320 квартир, и сегодня 100 новых квартир вместо старых и непригодных для жизни домов переданы жителям. Отметим, за последние 2 года в регионе жильем обеспечены около 5000 семей. В результате сократилась очередь среди социально уязвимых слоев населения на 29%. Арайлым Шутарымбек, Медет Каиркенов, Жамбыл Балтаев, Кукше, Ахпарат. В этом году на строительство и ремонт дорог республиканского и местного значения выделено 115 миллиардов тенге. В области планируется реализовать порядка 150 проектов, в том числе в 56 населенных пунктах. Подробнее смотрите далее. Большой объем работ проводится в городах Кокшетау, Кошче, Атбасар и селах Талапкер, Куянды, Караоткель, Каражар, Зеренда, Майлан, Бостал, Еркеншелек и в других. Отмечается, что за последние 3 года построено и отремонтировано порядка 2500 километров дорог местного значения и уличной дорожной сети. Основная задача – довести долю дорог в хорошем состоянии до 95% к 2029 году. Охватить ремонтом все дороги и все населенные пункты в 1 год не представляется возможным из-за необходимости больших финансовых средств. Для приведения в нормативное состояние всех дорог местного значения и улиц населенных пунктов необходимо не менее 300 миллиардов тенге. Помимо проезжей части имеется необходимость строительства и ремонт мостовых сооружений, которые также требуют больших финансовых средств. Из-за ограниченности финансирования и необходимости наиболее эффективного использования имеющихся средств мы вынуждены решать вопрос о реализации в первую очередь приоритетных видов работ. Общая сеть автомобильных дорог республиканского значения по области составляет 2347 километров. В данное время капитальный ремонт ведется на 58,5 километров дорожного полотна, средний ремонт на 388 километрах. Реализуемые проекты капитального ремонта – это два участка у нас, дороги в Жаксынском и Исильском районах. В Жаксынском – это Екатеринбург-Алматы протяженностью 57 километров, а также ремонт моста в 80-м километре автодороги Жаксы-Исиль-Бузулук. На данные проекты в текущем году выделено 10 миллиардов тенге. Капитальный ремонт ведется на 5 объектах, средний ремонт на 16. Вероника Цветкова, Ильдор Жаркент, Бекжан Тулебек, Кокше, Акпарат. В преддверии Дня Конституции в Центре обслуживания населения города Кокшетау прошел республиканский челлендж «Атазан Азамат КИЗ». Достигшим совершеннолетия подросткам торжественно вручили их первые удостоверения личности. Акция посвящена 30-летию основного закона Республики Казахстан. Аида Мырзахметова – одна из тех, кто получает свой официальный документ в год юбилея Конституции. Девушка рассказывает, важность сегодняшнего события ощущается по-особому, ведь ей вручается доказательство самостоятельности и путь к полноценному участию в жизни страны. Мы празднуем 30-летие Конституции. Я хотела всех с этим поздравить. Хотела бы поздравить всех, кто тоже скоро получит или уже получил удостоверение, кому 16 лет исполнилось. Хотела бы сказать спасибо большое за подарки. Я очень рада, что я живу в Кокшетау уже 16 лет своей жизни. Мне как раз-таки исполнилось 16 лет. В ходе церемонии вручения для юных граждан прозвучали поздравительные речи и слова назидания. Подрастающему поколению постарались объяснить особую роль молодежи в жизни общества и подчеркнуть важность Конституции Республики Казахстан. Ғасырдан келе жатқан ата-бабамыздың
Можно сказать, что основной закон – это национальный обычай наших предков. Принимали светлый путь Касым-хана и древний путь Есым-хана, затем во время Тауке-хана Толеби, Этекеби и Казбек-би вместе создавали свод законов Жеты-Жаргы. Была конституция при советском правительстве, и вот, наконец, 30 августа 1995 года была принята наша нынешняя конституция. Это уже не только традиция предков. Конституция является опорой нашей независимости. Отметим, совместно с Госкорпорацией правительства для граждан к мероприятию присоединился и Акмолинский областной историко-краеведческий музей. В честь события подросткам, получившим первые удостоверения, вручили памятные подарки. В ходе мероприятия, получившим удостоверение подростков, от имени музея вручены небольшие памятные подарки. Отмечу, что цель сегодняшнего мероприятия – это выполнение нашей общей цели перед Родиной – укрепление единства нашей страны вместе с нашими соотечественниками, подростками. Подобные акции проходят сейчас по всей стране. Они становятся ярким примером гражданско-патриотического воспитания молодежи. Напомним, чтобы получить удостоверение личности по достижении 16 лет, подросток вместе с законным представителем может обратиться в любой ЦОН. При себе необходимо иметь свидетельство о рождении и удостоверение личности родителя. Эльмира Успанова, Сабырбек Шириазданов, Дамир Садыков, Кокшиях, Парад. В честь Дня Конституции прошел отборочный этап 8-х республиканских сельских спортивных игр «Ах-Бидай» среди тяжелоатлетов. В мероприятии приняли участие 16 спортсменов. Сельские спортивные игры «Ах-Бидай» – это особое мероприятие, направленное на популяризацию национальных традиций и сельской культуры, а также на развитие массового спорта. В отборочном этапе 8-х республиканских игр принял участие аким области Марат Ахмеджанов, который выразил спортсменам теплые слова поддержки. Кокшетау – земля героев и поэтов. Отсюда наши великие силачи, такие как Баулан Шолах и Хажмухан, Малик Габдулин, Сагдат Нурмагомбетов, Рахамжан Кошкарбаев. Все они родом с нашей земли. Благодаря таким гражданам вы всегда поднимаете синий флаг нашей страны на каждом соревновании, прославляя ее. Желаю вам всем успехов сегодня. Если 7-е республиканские сельские спортивные игры «Ах-Бидай» проходили в Мангистауской области, то в этом году они планируются в Алматинской области с 11 по 21 сентября. На отборочном этапе спортсмены соревновались в 5 дисциплинах. Самой тяжелой из них стало поднятие бревна весом в 160 килограммов. Это праздничное мероприятие специально приехал житель Астаны, последователь Хажмухана Арман Таспаулан, который демонстрирует свое мастерство. Всем казахским богатырям на этом событии желаю только побед. Надеюсь пройти отбор и проявить себя на спортивных соревнованиях, которые пройдут в Республике Казахстан. Через это мероприятие наши зрители и молодежь смогут брать пример, вести здоровый образ жизни и всегда стремиться проявить себя на подобных спортивных соревнованиях. Особым гостем спортивного мероприятия стал Арман Сулеймен. Он является рекордсменом в нескольких направлениях силового спорта и 27-кратным чемпионом мира. Спортсмен завоевал несколько золотых медалей в пауэрлифтинге, стритлифтинге и армлифтинге, 17 раз обновляя мировые рекорды. 5 его рекордов официально зарегистрированы, а сам он удостоен звания Алтын Батыр. Сегодня его ученики также становятся многократными чемпионами мира. Бұл болмаған норматив емес, жасалып жатқан нормативтер. Это не какой-то несуществующий норматив, это реальные показатели. Наши спортсмены поднимали бревно 12 раз, рекорд Казахстана. Это национальный спорт. Наш национальный спорт нужно поддерживать. Уже 6 лет я занимаюсь спортом Толагай. Мы распространили его по всему Казахстану. И самое радостное, что эти игры включены в Всемирные игры кочевников, где казахстанские спортсмены стали чемпионами. Я тоже хотел стать спортсменом. С детства я слушаю сказки моей бабушки о Кажмухане и Баулан Шолахе. Это стало для меня огромной мотивацией, хотя мне уже 43 года, я продолжаю соревноваться.
По итогам спортивного соревнования третье место заняли спортсмены Махсат Исатаев из района Биржан-Сал и Рустам Зынданула из Аршалынского района. На второй строчке расположился представитель Жаркаинского района Роман Гавазнюк, а победителем стал уроженец Аршалынского района Бекбол Нурланула. Эльмира Успанова, Жандос Сайлау, Евгений Варанкин, Сабырбек Шириазданов, Алмаз Двакасов, Кукшиак, Парад. Это все новости к данному часу. Увидимся с вами в следующем эфире на итоговых новостях дня.